В амфитеатре Абхазского государственного университета впервые состоялась защита диссертации. Соискатель – преподаватель кафедры истории России и зарубежных стран Илона Агарба. Тема своего исследования она выбрала общественно-политическую деятельность абхазской интеллигенции в 1917-21 годах. По мнению молодого специалиста, этот временной период насыщен событиями, которые отразились на всей последующей истории нашей страны и до сих пор продолжают вызывать споры в научных кругах. Ведущую роль в рассматриваемое время играли представители абхазской интеллигенции, вставшие в авангарде бурных политических событий и принявшие на себя ответственность за судьбу абхазского народа. Однако быстро менявшаяся международная обстановка и политическая ситуация в стране зачастую не позволяли им правильно ориентироваться в сложной международной обстановке. Кроме того, политические убеждения молодой абхазской интеллигенции периода революционного романтизма также не всегда позволяли оценивать реальную ситуацию. Активная общественно-политическая деятельность абхазской интеллигенции в начале XX века и ряд политических ошибок ее видных представителей объясняются как субъективными, так и объективными причинами. Поэтому мотивы принятых решений и политической ориентации видных общественных и политических деятелей этого периода можно понять только в контексте международной конъюнктуры рассматриваемого периода, что и является основной исследуемой проблемой. Актуальность тем определяется тем, что интеллигенция – это та часть общества, которая всегда стоит в авангарде общественных процессов. Именно из ее среды формируются силы, готовые возглавить общественные политические процессы в государстве. На интеллигенции лежит ответственность за судьбу народа, поскольку именно она, как правило, выдвигает идеи, на основе которых формируется концепция общественного развития. Абхазия, как и Кавказ в целом, и сегодня является нестабильным политическим регионом, отметила Агарба. Статус частично признанного государства усугубляет нестабильность и возлагает на современную абхазскую интеллигенцию не меньше груз ответственности, чем на ее представителей в начале XX века, убеждена историк. В этой связи переосмысление мотивов, двигавших деятельность абхазской интеллигенции в переломное время 1917-1921 годов, особенно актуально для выработки стратегии построения и укрепления современного абхазского государства и его стабильного положения на международной арене. Рассматриваемый период является особенно насыщенным политическими событиями и вызывает научные споры в абхазской и грузинской историографии. Неоднозначная оценка многих политических решений, двусмысленность подписанных в это время разными сторонами международных договоров, частое нарушение их условий, а также умалчивание многих фактов советской историографии вызывает необходимость комплексного изучения проблемы и определения роли абхазской интеллигенции в этих процессах. Изучение этой проблемы имеет немаловажное значение и для правильного понимания особенностей формирования политических взглядов в абхазском обществе начала XX века. Работа является первой в своем роде попыткой комплексного изучения деятельности абхазской интеллигенции в 1917-1921 годах, что в свою очередь определяет новизну исследования. Илона Агарба отметила, что ее диссертация состоит из 3 глав. Подробно описав и аргументировав их содержание, она озвучила основные положения, выносимые на защиту диссертации. Первое. В 1917-1918 годах действия абхазской интеллигенции еще определяли политические взгляды и убеждения, навеянные романтизмом революционного времени, а не национальные интересы. Второе. Независимость Абхазии в 1918 году была провозглашена Абхазским народным советом принятием постановления о суверенитете Абхазии от 2 июня 1918 года. Третье. Несмотря на то, что представители кавказских политических элит в целом и Абхазии в частности являлись орудием борьбы за сферы влияния на Кавказе, ни одна из крупных держав не могла принимать политических решений относительно их территорий без формального или реального согласия местных властей. Четвертое. Членство Абхазии в Союзе горцев Северного Кавказа и Дагестана и Горской Республики было малоэффективным и не способствовало решению ее основных государственных задач. Пятое. Нежелание пойти на компромисс с большевиками стало причиной не только потери реальной политической власти Абхазским народным советом, но и привело к оккупации Абхазии. И только полная потеря политической власти заставила объединиться абхазскую интеллигенцию в борьбе за независимость. После защиты Илоной Агарба диссертации слово взяли представители научного мира страны.
По мнению доктора исторических наук Аслана Авицба, работа Илона Агарба отлично проанализирована и аргументирована. Содержание диссертации чуть-чуть шире, чем заявленная тема, на мой взгляд, не умаляет достоинства работы, а наоборот, увеличивает. И поскольку, как я уже говорил, делает работу не только вносящим вклад в дело рассмотрения деятельности интеллигенции в заявленное время, а работа становится вкладом в разработку проблем истории Абхазии всего заявленного периода. На мой взгляд, это очень важно, и тут закладываются основы для дальнейших исследований именно Илоной Всеволодовной и последующими нашими историками. В режиме онлайн в защите диссертации Илона Агарба принимал участие доктор исторических наук Юрий Анчабадзе. Ученый отметил актуальность выбранной темы. По его мнению, этот временной период всегда интересен для абхазского исторического и общественного сознания. Период 17-21 годов является важнейшим, этапным в новой истории Абхазии. В это фактически пятилетие стремительной динамики происходивших событий закладывались основные тренды, по которым в стране выпало жить все 20-е столетие. Этот период неизменно вызывал интерес в отечественной историографии как в советское время, так и в наши дни, вот о чем свидетельствует работа, представленная сегодня вниманию диссовета. После выступления диссертационный совет, проголосовав, единогласно принял решение присвоить Илоне Агарба степень кандидата исторических наук. Анастасия Ниганова, Торник Амичба, Абаза ТВ.